Здравствуйте! В эфире передача «Преступление, наказание, закон». В студии Галина Тимофеева. 17 апреля сотрудники столичной полиции поздравили своих коллег с Днем ветеранов, органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. В основе этого праздника признание заслуг, уважение и глубокая благодарность тем, кто посвятил свою жизнь служению Отечеству и до сих пор продолжает быть в строю, активно участвуя и поддерживая действующих сотрудников в деле охраны правопорядка. Желаю вам крепкого здоровья, жизненной энергии на долгие годы, успехов и долголетия. Еще раз спасибо за службу, уважаемые ветераны. Министр внутренних дел по Республике Саха-Якутия, полковник полиции Прокопенко Владимир Николаевич. Я горячо сердечно поздравляю наших ветеранов, наших дорогих ветеранов. Каждый из нас, конечно, пытался в свое время и пытается до сегодня где-то подражать, где-то соответствовать, где-то внимать тем замечаниям, подсказкам, наставлениям, которые по сей день ветераны с их активной позицией жизненной, с их опытом, с их знаниями, умениями доводят до нас. Нам еще очень много предстоит сделать для ветеранов и очень много предстоит сделать вместе с ветеранами. Участник войны Семен Иванович Колтовской родился 14 сентября 1922 года в Вилюйском Улусе в деревне Мостах. В годы войны был бригадиром колхоза. В армию призвался в 1944 году и участвовал в войне с Японией. Часть, в которой он служил, стояла в центре Китая, в городе Жиха. Где-то в середине, следующего дня, в середине, японцы атакуют. Говорят, вот давай на боевой позиции, вот мы лежим на боевой позиции, командир роты командует, автомат руками махает, автомат в руках, и все. И готовятся к бою, и все японцы идут за валом, как атакуют вроде. И потом открыл огонь. И потом через некоторое время утихли они, и вели, и вот там показывают белый флаг. Вот. Это командир команды дал остановить стрельбы. Оказывается, они попали между двумя огнями. Той стороны монгольской конной части, а монголы обычно плен не берут, рубают саблями. Вот оно, оказывается, оттуда бегут к нам, а мы приняли как атакуют силу. Вот. И потом нам плен сдавались, они очень много солдат и плен. Двумя руками надо поднимать, одну рукой. Белый флаг, другие, понимаете, руками все, они плен сдавали. В декабре 1945 года, выполняя боевое задание, Семен Иванович был тяжело ранен, пролежал в госпитале 6 месяцев и должен был получить инвалидность. К тому времени его часть была ликвидирована, но он отказался от демобилизации по инвалидности и остался в госпитале, где прослужил операционным санитаром до 1950 года. После службы поехал домой, но из-за того, что река обмелела, долго не мог уехать из Якутска в Вилюйск. Здесь его пригласили в горком комсомола и направили на работу в Министерство государственной безопасности. Когда проходил медкомиссию, переживал, что из-за ранений его забракуют. Но врачи признали Семена Ивановича годным к строевой службе. Вот это я боялся, что вдруг спросят еще до ранения. Потом пришел где-нибудь, и скажем, наверное, через дня комиссию пришел, вот это врачу, раз меня на лицо смотрел, ты здоровый, молодец. Даже не раздевал, обрадоваться. Не раздел. Вот, и попал в органах. И потом старший лейтенант говорит, ну куда пойдешь? Ты здоров, какая, здоров, молодец, хорошо. А я при себе думал, надо же, не спрашивать меня.
3 года он проработал постовым в первом городском отделении милиции, затем перешел в подразделение по охране особо важных объектов. Через год Семен Колтовской стал командиром этого подразделения и прослужил в этой должности 25 лет. Всю жизнь Семен Иванович ведет активный образ жизни. Он журналист, пишет стихи на якутском языке. Отдел вневедомственной охраны столичной полиции предоставляет населению государственные услуги. С 13 по 23 апреля в городе Якутске проводилась комплексная операция «Безопасный дом, подъезд, квартира». Эта операция проводится в целях информирования граждан о услугах, которые предоставляет подразделение вневедомственной охраны полиции по охране имущества граждан. Граждане, узнав о возможностях вневедомственной охраны, приходят, дают свои квартиры, гаражи, дачи и другие эти имущества свои под охрану полиции. Сотрудники столичной полиции помогли проводить новобранцев на службу в армию. Вечером 21 апреля на пульт оператора 02 поступило сообщение, что возле призывного пункта по улице Кузьмина, 34, назревают массовые беспорядки. Конфликт произошел между служащими призывного пункта и родственниками призывников, которые утром 22 апреля должны были улететь к месту прохождения службы. Традиционно перед отправлением новобранцам дают попрощаться с родителями и друзьями, а также принимают передачи с вещами первой необходимости. Однако в связи с недавним побегом из пункта нескольких призывников руководство объявило там карантин, и провожающие своих мальчиков в армию люди оказались перед закрытой дверью. Снимайте, привет. Можете привет передать, по телевизору увидят. Сыну, Ваня, привет. Коля. Вам надо было к 8 часам приехать. Когда 8 часов что-то творилось. Когда не пускали никого сюда. А по какой причине не пускали? Карантин сказали. Карантин. Карантин, потому что там убежали. сбежала, и остальные тоже там стоят. И мы здесь стоим. Мерзнем. Понятно. Противостояние с военными грозило вылиться в бунт. Горячие головы уже призывали сломать ворота, но к месту происшествия оперативно прибыли наружные службы полиции, участковые уполномоченные, руководители отдела полиции номер 3. Им удалось разрешить конфликт и предотвратить массовые беспорядки. В результате все родственники смогли попрощаться со своими солдатами перед дальней дорогой и мирно разойтись по домам. Перед просмотром следующих сюжетов детей и особо впечатлительных граждан просим отойти от экрана. Причиной смерти женщины стала передозировка водки. В конце марта соседи жильцов по адресу Рихарда Зорге 5/3 позвонили на пульт оператора 02 и сообщили, что в одной из квартир, возможно, произошло убийство. Деревянный барак по указанному адресу является так называемым маневренным фондом. Постоянных жителей здесь нет. В злополучную квартиру мужчина и женщина заехали также недавно. Хоть они и прожили в доме не больше месяца, соседи уже вызывали к ним полицию, так как мужчина занимался рукоприкладством. Поэтому первым предположением было, что женщина скончалась от побоев, тем более что сожитель, увидев, что она не подает признаков жизни, пытался вскрыть себе вены. Вы задержали уже? Он сейчас в травмпункте. Они вместе... Сам себе вену вскрыл. Совместное распитие было, да? Да, они недавно заехали. Как это? Приезжие оба, да? Ну, они сняли комнату. С 5 марта вроде. Выпивали, да? Наверное, соседи что говорят? Да. Однако проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что женщина умерла от огромной дозы алкоголя. Мы привыкли к тому, что смерть может наступить от передозировки наркотиков, а спиртное считается вроде бы безобидным напитком. Но оказывается, что и от водки можно то, что называется сгореть. Навряд ли можно сказать что-то новое о вреде алкоголя. Просто хотелось бы еще раз обратить внимание на то, каким тяжким последствиям приводит злоупотребление спиртными напитками. Сотрудники отдела по раскрытию убийств столичной полиции за несколько часов раскрыли жестокое убийство на улице Космонавтов. 17 апреля среди белого дня во дворе дома по улице Якутская, 51, фактически на глазах у жителей, двое ранее судимых мужчин совершили расправу над своим знакомым.
Среди обнаруживших окровавленное тело были дети. К месту происшествия прибыли сотрудники Следственного комитета и сотрудники отдела по раскрытию убийств столичной полиции. Оперативники провели подворный обход. Картина происшествия была ясна уже в тот же день. 3 ранее судимых мужчин, причем 2 по тяжкой 111 статье – это нанесение тяжких телесных повреждений, одно из них со смертельным исходом, выпивали в квартире. 3-й мужчина также был судим, но за имущественное преступление. Именно он и стал объектом нападения. В ходе распития спиртных напитков между собутыльниками возникла ссора. Молодому человеку сначала нанесли удары гаечным ключом, а затем вывели во двор. И там ему были нанесены уже смертельные ранения ножом. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следствие ведется городским отделом Следственного управления Следственного комитета по Республике Саха-Якутия. Опасайтесь карманных краж. Не носите в кошельках крупные суммы денег, а также записки с пин-кодом вместе с банковской картой. В случае карманной кражи все деньги с вашего счета будут сразу же обналичены. В местах массового пребывания людей не выпускайте сумки из поля зрения. Для того, чтобы похитить ценную вещь, профессионалам требуется буквально несколько секунд. Карманники быстро покидают место происшествия. Даже если вы обнаружите пропажу, поймать вора с поличным будет очень сложно. Следить за своими вещами нужно постоянно. Не кладите ценные вещи в наружные карманы. Находясь в магазине, не выпускайте кошелек из рук. Никогда не кладите его на прилавок. Внимательно оглядывайте сумку и карманы. Если возникли подозрения, постарайтесь немедленно переместиться в сторону от подозрительных лиц. Проверить сохранность имущества. Если вы все-таки станете жертвой злоумышленников, не теряя времени, обращайтесь в полицию. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции номер 3 просят оказать содействие в поиске подозреваемого в совершении преступления, предусмотренной статьей 111 частью 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Губина Владимира Владимировича, 1979 года рождения, уроженец города Нерюнгри. Лиц, владеющих какой-либо информацией о местонахождении данного гражданина, просим сообщить в уголовный розыск отдела полиции номер 3 по адресу Циолковского, 24. На этом наша передача окончена. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. Эй, хэппете хэбиппин, биртылы доғыру. Атты бар туранын алану, сибекки тупутун кереспе. Қарағын олара мен борбар, сыпсыластамақ болан түстілер. Бұстақа бұл жалан мен бардым, қараңа түге